открывать социальные объекты, детские сады и школы. Я уже говорил об этом, значит, Сергей Витальевич, Анастасия Александровна. Когда на открытие детского сада приходит, значит, армия чиновников и депутатов, и маленькие детского сада, и маленькие детки ждут и мерзнут, и каждому хочется выступить, но мы, Олег Николаевич, мы для кого это делаем? Ну я же уже говорил вам, мне пишут родители и просят, чтобы там по 5-10 выступлений не было. Но открываем детский сад на Баранова. Слушайте, ну не можем слова не сказать. Депутаты там при чем? Ну они-то, ну вот дети маленькие, холодно на улице стоят. Ну сказал курирующий вице-премьер, сказал мэр города, ура, быстро. Ну чего мы цирк устраиваем? Я понимаю, выборы. Мы же между выборами не про всех, но про большинство. Ничего же не делаем. Ну так, по-честному. Простите. Вся пресса напишет. Фотографии будут. Красивые, ленточки разрезали. Ребят, ну вы хотя бы на картинку-то посмотрели. Сколько там выступлений было? Я же с вами уже об этом говорил. И председатель городской думы, и депутат, и еще один депутат. Это кто вообще? Они что, строили детский сад? Они там были хотя бы на стройке? Чем-то помогали? Ну давайте по-честному просто. А потом мне пишут теперь, 6 выступлений, замерзли нафиг дети. Спасибо за праздник. Зато у Гарина будет фотография на первой полосе, у второго там депутата. Нет объектов, что ли, куда приложить усилия? Да десятки, сотни в Ижевске. Но все прибежали на Баранова. Мол, мы тоже здесь, вот рядом. Видите нас? Я напомню, что это долгострой. И заканчивали его на деньги из резервного фонда представителя правительства, как и школу Волнашев. Но даже не в этом дело. Дети стоят, мерзнут, блин. Сейчас полная соцсеть. Ну мы про что? Не найдешь. Вот строился детский сад, никого там не видел. На открытие все прибежали. Вице-премьер говорит, значит, слушайте, тут холодно, да я за всех скажу и давайте запустим. Нет, я хочу добавить, сказал один депутат. Второй, я хочу добавить. Я здесь, вот да, я отсюда. А потом мы удивляемся, что у нас там рейтинги вниз какие-то идут. Почему такие комментарии? Ну, масса объектов, где нужна поддержка и депутатского корпуса, и городского, и республики. Масса объектов. Помогли бы лучше деньги собрать на вышку парашютную. Школа юных летчиков. Собираем по копейке. Глава с командой скинулись, а там все, да ладно, это ж как-то там. На открытие все прибегут. Вся городская дума будет в полном составе. Это же классно. Наконец-то отремонтировали капитально школу юных летчиков. Я хочу про школу запомнить. Мы туда пригласим оружейников, Геннадия Ивановича Кудрявцева, Купол Зиединова, Ижевский радиозавод. И чтобы больше там никого не было. Потому что я знаю, как там это все происходит, и как там кто-то что комментирует. Слушайте, ну заканчивайте. Работать надо. Светлана Михайловна, пожалуйста. Александр Владимирович, уважаемые участники совещания. Итак, 2 сентября. И очень здорово, что сказал Петр Матвеевич сегодня, и подтвердили коллеги, что он прошел без происшествий, и все-таки это огромный праздник для наших детей. За парты сели 2 сентября более 182 тысяч школьников,
И вот мы посчитали первоклассников, за лето цифра увеличилась, уже почти 23 тысячи первоклассников. Сюда включили и студентов высших учебных заведений, и 37 тысяч студентов СПО. Вообще, как так произошло? Что у кого-то уговорили в школу пойти? Нет, миграция определенная есть все равно за лето движение. Я позволю себе, несколько кадров со вчерашних событий, линейки во всех городах. Действительно, и благодарю членов правительства, которые очень активно подключились и поучаствовали. У нас состоялись вчера и шахматные турниры с Михаилом Викторовичем Хомичем, и самые разные такие активные, интересные события на территориях школ. Итак, следует отметить, что сфера образования меняется, и не только благодаря национальному проекту, во многом благодаря ему, но и... Следующий слайд, пожалуйста. Я очень коротко о цифрах. Благодаря тому, что колоссальные средства вкладываются в ремонты учреждений, в строительство. Всего выделено средств 2 миллиарда 180 миллионов рублей. Колоссальные, грандиозные цифры. Это реконструкция, капитальный ремонт, вы знаете, я уже цифры эти называла, 1 миллиард 132 миллиона. Проектирование и строительство 1 миллион 56 тысяч. И про подготовку учреждений социальной сферы, в том числе учреждений образования, это 32 миллиона и 14 на подведомственные учреждения. Кроме того, хотелось бы еще раз озвучить цифры, что к концу года у нас будет введено 2130 мест, в группу дошкольных мест, это по программе создания мест для детей от 0 до 3 лет. И в эти предсентябрьские дни также у нас открывались, вот совсем недавно открылись ясли в городе Можга. В 2018 году в строй были введены школы в селе Совхозном и Алмаше. До конца этого года еще будут открыты школы на улице Ливаневского, вернее, введены в строй село Кес и село Постол на 160 мест. Кроме того, сейчас в рамках национального проекта, а ранее это была другая программа, ремонтируются сельские спортивные залы. До конца 2019 года 25 сельских спортивных залов. Ждут своей очереди на территории республики порядка 78 спортивных объектов, те, которые ожидают у нас ремонта. Но вот здесь в слайды включены красивый, отремонтированный по этой программе в Можгинском районе спортивный зал. Ну и, наверное, на радостях, что теперь стадион в Селтах будет принадлежать школе и рядом со школой, поэтому его сюда включили мне в фото. Открыли свои двери учреждения среднего профессионального образования. Их у нас 37 государственных и 9 негосударственных. Конечно, существуют проблемы, особенно плохо, что на востребованные направления, в том числе сельскохозяйственного направления, у нас пока недобор, и поэтому набор продлен будет до декабря этого года, хотя определенные очень активные шаги здесь есть, в том числе, например, организация классов сельхознаправления или агроклассов. Хотелось бы выделить особенно некоторые только примеры по продвижению в сфере профессионального образования. Например, Ижевский торгово-экономический техникум сейчас в тесной работе с компанией Leroy Merlin создает учебные мастерские как на территории самой компании, так и на территории самого техникума. Радиомеханический техникум, благодаря поддержке Ижевского радиозавода, открыл на базе техникума радиотехническое направление и первую лабораторию. Экономико-технологический колледж выиграли по программе по национальному проекту образования 7 миллионов рублей, и на эти деньги открываются новые 5 мастерских. Технология моды, цифровой модельер, видите на слайде, парикмахерское искусство, бухучет, визаж и стилистика. Точно так же порядка 8 миллионов рублей получил грант в этом году Ижевский торгово-экономический техникум, и там создается ресурсная база для инклюзивного профессионального образования. Что касается кадров, на работу 2 сентября приступили к работе 419 выпускников высшего и среднего профессионального образования. Несмотря на это, у нас только в Ижевске пока порядка 200 вакансий. Это педагоги начальных классов, это дошкольные работники, это специалисты, педагоги математики и других предметов. Конечно, эти ставки будут все закрыты чуть позже, но здесь обращаю внимание, что все-таки выпускников у нас гораздо больше, чем тех, которые приступили к работе. Здесь еще предстоит провести глубокий анализ, то есть на территории республики. Но здесь на кадрах это вчера глава приветствовал
как раз молодых педагогов, которые пришли в свое родное учреждение на работу. Что касается обеспеченности учебниками накануне учебного года, суммы я озвучивала. Сумма в этом году выделена 196,5 миллионов рублей. Мы говорим, что обеспеченность по разным направлениям стопроцентная, но, конечно, не скажу, что достаточная по обновлению фонда библиотек, по обновлению ветхих учебников, по приобретению учебников по обновленным стандартам и обеспечению детей с ОВЗ. Особо отмечу важность обеспечения горячим питанием. Сейчас на начало учебного года у нас будет обеспечено свыше 81 тысячи учащихся первых-четвертых классов горячим завтраком в сельской местности и в городах это молоко. И более 5 тысяч у нас обеспечены бесплатным питанием учащихся с 1 по 11 класс из малообеспеченных семей. Хотела бы отметить, что вот по программе «Молоко» сейчас 49 и плюс 2 региона Российской Федерации еще раз присоединяются к этой программе. 11,6 тысяч учащихся у нас на подвозе. В этом году будет приобретено, то есть уже приобретено 4 автобуса, будет приобретено дополнительно 7 автобусов, но потребность гораздо более высока. С учетом того, что недопоставлено автобусов в прошлом году, конечно, в этом году сумма уже не 78, а до 120 автобусов выросла. Что касается материальной базы, есть... Я извиняюсь, у нас по автобусам в 2019 году федеральная программа, по федеральной программе мы получаем что-то? По федеральной программе надежда есть, мы должны получить, но цифры пока не озвучиваются. По крайней мере, в Министерстве просвещения объявили, что автобусы должны быть. Я прошу, Александр Александрович, вернуться к тому вопросу по поводу лизинговой схемы, потому что автобусов под замену много, речь идет о перевозке детей, поэтому давайте еще раз посчитаем, чтобы нам все-таки постараться заменить, по крайней мере, самые, вот, сколько их там, наверное, будет 2-3 десятка автобусов. Мы не должны допускать, не можем допустить, чтобы, особенно, например, в зимний период, где-нибудь посередине трассы Сергина, там, значит, Близино, встал детский автобус, и мы потом, вот, Петр Матвеевич спасательную операцию проводил. Это не шутки, не смешно, поэтому, Светлана Михайловна, отработайте с главами районов возможность все-таки по лизингу. Ну, мы понимаем, что вот примерно диапазон, как в прошлом году, будет там около 40-45, наверное, автобусов, если из федерации. Максимум. Максимум. Ну, а у нас, вы говорите, 120 автобусов. То есть, а остальные что, как мы будем? Ну, то есть, вот давайте реанимируйте то предложение, которое у нас было, и принимать решение будем. Ну, мы занимались подсчетами, и, то есть, в принципе, мы готовы по расчетам по лизингу. Среди всех позитивных изменений, конечно же, перед нами еще стоят задачи по совершенствованию материальной базы образовательных организаций. К 2021 году правительством Российской Федерации поручено привести в нормативное состояние все общеобразовательные учреждения. У нас в этом направлении, кроме тех объектов, которые уже заявлены в программы по строительству новых школ, а там у нас 9 объектов, есть еще такие, которые требуют принятия решения. Это школа в селе Чумой Игринского района, где у нас в данное время в одном помещении только содержится до 10 печек, то есть оно отапливается печками, это историческое место. И дело в том, что в самом населенном пункте у нас отопления в принципе нет центрального. То есть здесь нужно решать вопрос. Если говорить о подвозе, мы анализировали километраж, в принципе подвоз увеличивается до 31 километра, что уже достаточно большое расстояние, причем качество дороги там оставляет желать лучшего. И хотела бы сказать, что, конечно, количество учащихся в этой школе небольшое, всего 15 человек, но детей дошкольного возраста 21, и они не имеют возможности ходить в детский сад, потому что там нет детского сада. А подвозить детей дошкольного возраста нельзя. То есть вот эта школа у нас на повестке. И еще есть такой объект, как начальная школа в селе Селты, где начальная школа учится в 2 смены, 440
учащихся на проектную мощность 292. И самый такой момент серьезный, что они ходят у нас в пищеблок через дорогу, порядка 800 метров, в дождь и в холод, и спортзал у них тоже находится отдельно от начальной школы. То есть вот здесь есть над чем работать, и Ну, здесь не есть над чем работать, а здесь нужно принимать оперативное решение, значит, по селтам. Где у нас Протопопов? Еще раз расскажите, что там ситуация. У нас действительно начальные классы 2 смены и через дорогу ходят? Да, совершенно правильно сказано. У нас есть проект, мы прошли госэкспертизу, Нет, подождите, про проект, вы ситуацию мне... учимся 2 смены. Сколько человек? Сегодня 426 человек, а там у нас на перспективу через 3 года 460 уже ожидается. И люди, детишки идут пешком. А вообще в школе всего сколько обучается? В начальной школе Нет, вообще полностью в школе сколько учеников? у нас средняя школа есть. Ну, я про нее говорю. У вас Там начальная 500, школа там 420. 505. Да. Понятно. Проект на сколько и какой, о чем речь? Проект у нас на 388 мест. Ну, так он тоже не будет решать, а если по начальной школе он тоже не решает проблему. Ну, в принципе, там площади позволяют, то есть можно уплотниться. Сколько сейчас в классах? В классе сколько человек? Вот это не скажу, врать не буду. Плохо. Ладно. Спортзал тоже отдельно. Спортзал тоже отдельно, да? Значит, Александр Александрович, поскольку, я не знаю, оперативно сможем ли мы. Проект какого года? 2016. Стоимость? На сегодняшний год 300-280. 146 миллионов. Не будет 140 миллионов. Дело Больше в том, будет. что у нас там нет пищеблока, нет спортзала, это вот теплый Ну, переход. а зачем нам? В среднюю школу теплый переход. А, в средней школе Да. есть уже спортзал. Там и все есть у нас, да. Оперативно посмотрите по проекту. И в преддверии встречи, значит, надо принимать решение. Либо мы просим из резервного или ФАИП, вот, либо, но в 2020 году надо приступить к стройке, так или иначе. Либо по инфраструктурной ипотеке, как мы будем делать по Чанке. Включать, и это недопустимо, чтобы начальная школа в 2 смены, и тем более подвергать детей риску, они переходят дорогу в пищеблок столовый. Хорошо. Спасибо. А по Чумойской школе 13 учеников. 15 учеников и 21 15. дошкольник. А всего 124 человека зарегистрировано, из них 46 работающие, 32 пенсионера. Надо еще посмотреть, у меня другие цифры здесь по дошкольникам. У меня 7 дошкольников написано. Внимательно еще посмотрите, проверьте. Это Мужберская, да? Мужберская. Мгм. Юля, мы там когда в Мужбере планируем быть? А, это мы в Мувыр едем, да. Запутался. — 13 учеников, 7 учителей, 7 человек обслуживающего персонала. Что о Мужбере, где у нас руководитель? Что про предприятие можете сказать? Ну, если брать затраты на обучение, то, безусловно, возить будет Нет, я в не- 4 я не- дешевле. Вот. Нет, я сначала не провозить, как в 21. Ну да, там нужно еще Я один. про ООО «Мужбер». Значит, если сравнивать последние 3 года, в 10 раз рост у него в 10 раз по доходам, плюс по зарплате в 3 раза, по налогам тоже в 3 раза увеличение. И если брать поголовье, 714 у него сейчас голов, было порядка 300 на начало, когда он приступил.
Это я беру сравнение 17-й год. Ну, относительно неплохие. Плюс грант получил в этом году, да. Грант сколько он получил? 10 миллионов на что? Сколько от поселка Игры до, значит, Чумой ехать? 25 плюс 16, соответственно, это так, 41. 41. Мгм. Экономика какая-то есть. Ладно, отдельно нужно по этому вопросу разбираться. Проект есть, что мы там будем делать? У нас есть в республике такая школа, стоит она 63 миллиона в Небесском районе, там на 31 учащихся и на одну группу детский сад, совмещенная такая вот. Перспектива новых проектов там есть? Перспектива есть. Называй. Есть. Вот вы сказали по поводу населения, там 415, потому что там 4 деревни, они все относятся именно к Мужберской, и, соответственно, школа будет рассчитана на это количество населения, и, соответственно, детей тоже, на эти 4 деревни. Они в доступности все, только с одной деревни мы подвозим. Давай отдельно подготовимся. Мне нужно четко с точки зрения не просто километража, а состояние, где у нас Горбачев? Алексей Ильич, состояние дорог, соответственно, что в тех деревнях с точки зрения экономики, что там дети, куда их подвозят. Давайте внимательно этот вопрос изучите, и нужно принимать решение уже начиная с 2020 года. Вот. А если оперативно проект по селтам посмотри, то есть вполне реально доп. Средства выделить. Главное, чтобы мы сделали, но у нас есть еще подобные школы, где у нас там начальные классы, значит, в 2 смены и так далее. У нас сейчас самая такая острая ситуация – это Аксашор и Большое Волково, которые ждут своей очереди в перечне 9 приоритетных объектов, но пока до них дойдет. Но мы их значит, подали в заявку, Да. и они, если не на 20-й, то на 21-й год с большой вероятностью войдут. Это равно как и школа в микрорайоне А10, и поборемся еще за Воткинск. Поэтому это те проекты, которые уже в работе с федерацией. Меня интересует то, что у нас выпало из, так сказать, нашего внимания, как, значит, Чумой или Селты. Ты же у нас был, что ты про Селты нам не говорил про эту школу? Ну как, если начальные классы в 2 смены? Я первый раз услышал, я там знаю про Дом культуры, там, про вот этот вот, мы разбирались по музей, не музей. Надо уже в колокол бить. Ну, первый класс, начальная школа в 2 смены ходит и через дорогу переходит. Вы чего? Ну, у нас же есть вот такие критичные возможности. У нас есть федерация поддерживает в таких ситуациях. Тем более, если есть проект 2016 года. То есть, наверное, там люфт будет очень небольшой. Мы же с тобой на связи. Кому? Ты мне озвучь-то. Ну, если мы этот сезон пропустили. Ладно, присаживайтесь. Значит, Светлана Михайловна, что еще у вас? Давайте. Вкратце хотела еще о перечне мероприятий. Вот на начало учебного года хотелось бы напомнить, что у нас с 20 августа по 20 сентября идет месячник безопасности детей. Вот-вот начнется чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью Обилимпикс. Ну и дальше все по расписанию. Здесь на экране перечень традиционных крупных мероприятий, которые проходят, в том числе республиканские спортивные фестивали. Но и следует отметить, что здорово, что традиция сохранена, и с завтрашнего дня начинаются цирковые представления для детей, то есть с 4 по 9 по 3 представления в день. Первоклассники поедут в цирк. Следующий слайд, пожалуйста. Хотелось бы заметить, что кроме материальной базы еще для самой отрасли образования важные моменты, такие как открытие профильных классов, например, кадетские в Глазове, IT-классы в Ясском районе, классы с профильным обучением, классы Росгвардии, юноармейские и кадетские классы. Кроме того, на 2020 год подписано денежное соглашение на 433 миллиона, это 42 точки роста. Точки роста – это
оборудование в школах в сельской местности и малых городах, то есть Можга у нас здесь попадает, кабинетов, информационных технологий, технологии ОБЖ и физкультуры. Кроме того, создание зон коворкинга, зон для шахмат, зон для музыки. Не менее 80 квадратов в каждой школе, которые становятся потом точкой притяжения. Это 2 коррекционные школы на 2020 год, которые будут оборудованы, в том числе созданы кабинеты для логопедов, психологов и также технологии и ОБЖ. Это в 2020 году попали 2 городские школы, 39 и 79. Проект «Цифровая образовательная среда», 102 школы. Вот здесь не только сельские, но и городские школы попадают. Это в первую очередь оборудование. И у нас уже работают и открылись по нацпроекту образования 5 консультационных центров по республике. То есть они уже в работе. Это что касается 2020 года. Ну, в целом у меня информация вся по изменениям в образовании накануне наступающего учебного года, вернее, начавшегося. Спасибо за внимание. Да, Светлана Михайловна, хочу вас и всю команду и глав поблагодарить за подготовку к новому учебному году. Очень приятно, когда открываются у нас новые объекты. Вот, значит, в Волнашах не просто новая школа, она, значит, напротив уже старой, ну как старой, школа, которая была, рядом отремонтированный стадион, хоккейная коробка, конечно, другое настроение. У детей у нас впереди, Светлана Михайловна сказала, какие школы. Мало того, мы понимаем, что потребность выше и будем добиваться финансирования еще и по другим объектам, пока не будем их анонсировать. Итак, первое. Значит, я вас прошу еще раз вместе с главами внимательно посмотреть на те объекты, которые у нас сейчас есть. Мелочей не бывает. Где-то проблемы с пищеблоком, где-то со спортзалом, где-то, вот, не дай бог, такие ситуации, как в Селтах, переуплотнение начальных, 2-я смена в начальных классах, это край. У нас много школ, у нас в Завьялово, как бы не 3-я смена началась там и так далее, но начальные классы должны ходить в первую смену. Тем более через дорогу там, как бы там ни было организовано. Не те деньги, чтобы рисковать хотя бы там одним ребенком. Поэтому еще раз все внимательно с этой точки зрения посмотреть. Это первое. Я хочу еще раз поблагодарить представителя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Напомню, что в июле 2017 года, когда мы с ним встречались, я попросил его выделить дополнительные средства, это не ФАИП был, не ФЦП, на завершение строительства школы в Волнашах и детского сада по улице Баранова. Все у нас получилось. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем встречаться, и я буду докладывать о реализованных проектах. Теперь о чем хотелось бы попросить всех вас, коллеги и глав, Алексей Михайлович, Государственный совет, значит, городскую думу. Вот здесь можно как раз в полный рост свои усилия прикладывать. Значит, у нас, ну, не только и не столько к столетию государственности Удмуртской республики, сколько, в принципе, знаете, как вот в бизнесе есть такое правило, с определенной периодичностью нужно сделать апгрейд своих правил, своей продукции, с точки зрения эффективности и так далее, и так далее. Давайте посмотрим на наши все конкурсы, которые ориентированы на детей и подростков. Вот я вчера был в Волнашском музее, значит, Шачиаки, удмуртской поэтессы, писателя, еще и врача для Удмуртии, значимый и великий человек. Если я спрошу, кто-то знает о конкурсе имени Ашачиоки? Ну, я сомневаюсь, что здесь будет лес рук. На мой взгляд, это стыдно и плохо. Мы очень много говорим про историю, много говорим про сохранение традиций, а конкурс такой есть среди писателей, поэтов, значит, Удмуртии. Но он проходит незаметно, не то что там, для общественности, даже мы о нем не знаем. Это важно, поэтому предлагаю внимательно посмотреть на эти проекты. У нас есть, значит, конкурс имени Ашачиаки, есть премия Карепа Навкамского, наш удмуртский композитор. Не знают о нем люди.
Мы его проводим для какой-то узкой там, значит, категории. А как мы тогда хотим передать, значит, молодым людям информацию, значит, историю и ценности, и культуру удмуртского народа, там, селян, марийцев. Поэтому сделать, Сергей Витальевич, перезагрузку этих конкурсов. Мы с министром разговаривали о том, что будем изыскивать дополнительные средства, чтобы и премии были талантливым, одаренным детям, не только спорта, не только олимпиадники, но и в сфере искусства. Поэтому подумайте над этим. У нас в следующем году 100 лет, по-моему, 100 лет музея Казибая-Герда. И поскольку у нас 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, у меня была заявка еще 2017 года, чтобы сделать конкурс детский. То есть Чайковский детям, как угодно вы можете называть. Я уже дал вам распоряжение, значит, подготовить это. Коллеги, если будут какие-то мысли, буду признателен. Ну и, как мне сказал один из предпринимателей, не работающий в Удмуртии, месторождение инженеров. У нас есть интересные проекты в сфере IT, технологий, IT-образования и робототехники. Да, какой у нас есть, господи, фестиваль по робототехнике? Робофест. Робофест есть. Давайте его, Геннадий Иванович, Ассоциация развития, посмотрим, чтобы его сделать лучше, ярким на всю страну, может быть, международным. Чтобы к нам приезжали, а не мы ехали в Екатеринбург, в Москву, Санкт-Петербург, в Казань. Это хорошо, что ездим, хорошо, что больше соревновательных площадок, но я считаю, что Удмуртия обязана иметь топовый турнир или фестиваль по робототехнике. У нас гениальные дети. Я вчера увидел команду по, значит, робототехнике в Волнарской школе. Все это надо собрать вместе. Тем более вы знаете, что у нас впереди День оружейников, и мы открываем технопарк имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Я убежден, что он будет самым современным в стране. На его площадке делать вот такие мероприятия, я считаю, что это правильно. Поэтому, Александр Александрович, вместе с бизнес-сообществами давайте подумаем с теми, значит, коллегами из общеобразовательного блока, из университета, которые занимаются робототехникой, IT-образованием. Запрос есть огромный, у нас преимущественно уезжают в другие территории, там соревнуются. Значит, я считаю, что база с точки зрения вот возможной кооперации наших, значит, предприятий, успешных предприятий военной отрасли, среднее, общее, среднее специальное и высшее образование, вот эту вот синергию, если вместе собрать, то это в том числе скажется и на привлекательности инвестиционной республики, и на развитии экономическом. Поэтому я предлагаю вот на этом внимательно посмотреть. Ну и еще раз обращу внимание по поводу автобусов. В ближайшее время нужно представить предложение, каждую единицу техники, значит, инвентаризировать, посмотрите, сколько мы тратим на ремонт. Там точно, частично это будет покрытие лизингового платежа. Но все, что касается детей, должно быть, безусловно, на первом месте. Здесь не может быть никаких историй с тем, что нет денег и так далее. Светлана Михайловна, спасибо. О мерах, принятых... Да. Пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Накануне большого праздника Дня знаний депутатский корпус Государственного совета Удмуртской республики в составе 32 человек, 32 депутатов, список, который был передан в администрацию вашу, принял участие в линейках во всех школах, которые находятся в их округах. Как правило, депутаты приезжают в те школы, в которых они
с которыми они активно сотрудничают, помогают материально, помогают технически, вот, и являются очень хорошими, добрыми друзьями и гостями в этих школах. На примере своем могу сказать, что я был в Сарапуле, в 4 школах, я сам открывал линейки. Их у меня 11 в общей сложности в округе. И у нас уже вошло в правило, Александр Владимирович, что мы каждому 1 сентября первоклашкам дарим хорошие, я сказал бы, серьезные подарки. Это ранец первоклассников, в котором практически уложено все, что необходимо для учебы этому первоклашке. В этом приняли участие в Северном округе Малюк Алексей Михайлович, депутаты городской думы города Сарапула, 5 человек, и ваш покорный слуга. Торжественные мероприятия прошли на очень высоком уровне, работала пресса, поэтому я думаю, мы и дальше вместе с вами будем проводить такие серьезные мероприятия. Спасибо. Спасибо, Алексей Николаевич. Хорошо. О мерах, принятых Главным управлением ветеринарии Удмуртской Республики по обеспечению биологической и продовольственной безопасности территории Удмуртской Республики, Гайдарбахманов Роман Фиусович, начальник Главного управления ветеринарии. Пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый президиум, коллеги, приглашенные. Свое выступление хочу начать со слов русского знаменитого ученого Ивана Павлова. Ветеринарно-медицинский врач лечит человека, ветеринарный оберегает человечество. Эти слова как нельзя лучше характеризуют основную цель ветеринарной медицины – обеспечение благополучия людей посредством защиты здоровья животных. 80% заболеваний, которые регистрируются на сегодняшний день, они являются общими как для человека, так и для животных. Главное управление ветеринарии в рамках возложенных полномочий осуществляет многогранную работу и выполняет задачи по обеспечению эпизоотического благополучия, защиты населения от заболеваний общих для человека и животных, обеспечение выпуска безопасных ветеринарно-санитарного отношения продукции животноводства, а также осуществление государственного ветеринарного надзора. В целях обеспечения эпизоотического благополучия Государственной ветеринарной службы ежегодно проводится более 3 миллионов диагностических исследований, 380 вакцинаций, обработок. Республиканский план проведения противоэпизоотических мероприятий выполняется по всем показателям ежегодно и в полном объеме. Благодаря выбранной стратегии в течение последних 2 десятилетий наш регион остается благополучной по особо опасным заболеваниям. Ранее Удмуртская республика была неблагополучна по сибирской язве, бруцеллезу, классической чуме свиней, АОСке и так далее. На сегодняшний день республика является благополучной за исключением такого природно опасного заболевания, как бешенство. В рамках государственной программы по профилактике данного заболевания проводится ежегодная иммунизация сельскохозяйственных животных, это порядка 250 тысяч, вакцинация мелких непродуктивных домашних животных, это порядка 90 тысяч, а также особое внимание уделяется вакцинации, оральной вакцине в дикой фауне. Ежегодно раскладывается порядка 680 тысяч доз. Также в рамках реализации закона Удмуртской республики о наделении органов местного самоуправления полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных ежегодно выделяется из бюджета республики порядка 5,5 миллионов рублей на отлов содержания безнадзорных животных. Хочу отметить, что вакцинация проводится от данного особо опасного заболевания во всех клиниках, ветеринарных станциях бесплатно. Вакцины находятся в достаточном количестве и в полном объеме. Кроме того, с федерального бюджета ежегодно привлекается на иммунопрофилактику порядка 30 миллионов рублей. Работа по предупреждению бешенства требует постоянного принятия комплексных мер и строится на взаимодействии всех заинтересованных служб, а также глав муниципальных образований и учреждений здравоохранения. Оценивая текущую эпизоотическую обстановку, необходимо отметить высокий уровень биологической угрозы, связанной с распространением африканской чумы свиней
На сегодняшний день на территории Российской Федерации зарегистрировано уже более 50 очагов. Основные причины распространения остаются это человеческий фактор, а также распространение данного заболевания с дикими кабанами. Особую озабоченность вызывают новые очаги африканской чумы свиней на крупных свиноводческих предприятиях, которые прошли буквально недавно, в конце августа, были зарегистрированы вспышки на многотысячных комплексах, это Курской области, Калининградской области. Напомню, что в случае возникновения хоть одного заболевания очага проводится полное изъятие и уничтожение не только в очаге, но и в угрожаемой зоне. По прогнозам Россельхознадзора, еще с 2017 года Удмуртская республика была отнесена к субъектам с высоким риском возникновения данного заболевания, в связи с чем Главное управление ветеринарии организованы мероприятия по созданию и поддержанию снижаемого запаса материальных ресурсов, средств. На постоянном контроле находится уровень биологической безопасности наших свиноводческих предприятий. Организован мониторинг среди домашних свиней, а также диких кабанов. Диких кабанов мы приняли решение, что исследуем полностью 100% от добытых животных. Совместно с Минприроды Удмуртской республики организована работа по доведению и поддержанию численности кабанов до значения, рекомендуемых правительством Российской Федерации. На сегодняшний день это составляет численность 1,1. Также организовано совместное дежурство на постах ГИБДД, проводятся рейды по местам несанкционированной торговли. Не меньше опасно, чем африканская чума свиней, представляет высокопатогенный грипп птиц. Напомню, что очаги данного особо опасного заболевания были зарегистрированы на территории Удмуртской республики в 2017-2018 годах. Причиной возникновения последней вспышки в 2018 году в августе в Игринском и Дебёцком районе послужила недобросовестная деятельность предпринимателей из республики Марий Эл. Напомню, что в отношении данного лица было возбуждено уголовное дело. Решением суда предприниматель был признан виновным, решение вступило в законную силу. На сегодняшний день Главное управление ветеринарии вышло с иском к данному предпринимателю от всех понесенных затрат, возмещений и причиненного ущерба бюджету Удмуртской республики. Настоящее дело рассматривается в суде общей юрисдикции Марийской республики. Учитывая напряженную ситуацию по высокопатогенному гриппу птиц, Главное управление ветеринарии организована и проведена массовая профилактическая вакцинация поголовья в количестве 300 тысяч голов в личных подсобных хозяйствах, находящихся в 50-километровых буферных зонах вокруг крупных промышленных птицеводческих предприятий. Вакцина поступила за счет средств федерального бюджета. Также новым вызовом для государственной ветеринарной службы в 2019 году стала вспышка заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота в одном из хозяйств Волжского района. Учитывая, что данное заболевание, хотя и не опасно для человека, оно ведет значительные потери для отрасли животноводства, связанные с полной потерей продуктивности и в отдельных случаях гибели животных. Мероприятия по локализации и ликвидации очага были проведены в полном объеме и в кратчайшие сроки. Было организовано круглосуточное дежурство специалистов Госветслужбы, выставлены контрольно-пропускные посты, оборудованы дезбарьеры, обеспечена дезинфекция транспорта, всех животноводческих помещений, а также территории данного неблагополучного пункта. Была организована экстренная вакцинация всего поголовья крупного рогатого скота на территории Удмуртской республики. Было подвергнуто вакцинации более 350 тысяч голов. Главной задачей, которая стояла перед государственной ветеринарной службой, надо было провести все мероприятия до лета кровососущих насекомых, в связи с тем, что данный насекомый является основным переносчиком данного особо опасного заболевания. Поставленная задача была выполнена, о чем свидетельствует отсутствие новых очагов заразного узелкового дерматита на территории Удмуртской республики. Далее. На протяжении многих лет территория Удмуртской республики являлась неблагополучной по лейкозу крупного рогатого скота. С 2010 года был взят курс на системное оздоровление республики от данного заболевания. Благодаря целенаправленной совместной работе специалистов как государственной ветеринарной службы, производственной службы, руководителей сельхозтоваропроизводителей, глав муниципальных образований, а также при постоянном контроле правительства Удмуртской республики, в октябре 2018 года лейкоз был полностью ликвидирован.
конце июля текущего года в Россельхознадзоре состоялась рабочая встреча главы Удмуртской республики Александра Владимировича Бричалова с руководителем ведомства по вопросу укрепления и развития экспорта продукции агропромышленного комплекса нашего региона. Руководителем Россельхознадзора Сергеем Данпертом была дана высокая оценка деятельности Госветслужбы республики по обеспечению эпизоотического благополучия, а также отмечено, что Удмуртия является одним из немногих регионов страны, имеющий статус свободного от вируса лейкоза крупного рогатого скота, что, безусловно, сегодня способствует продвижению региональных производителей на рынке зарубежных стран, в том числе на рынок Китайской Народной Республики. Сохранение благополучия по данному заболеванию – одна из главных задач, стоящих не только перед Госветслужбой, но и главами муниципальных образований. Помимо успешного решения вопроса по ликвидации лейкоза, в рамках профилактики еще одного особо опасного заболевания – сибирской язвы, в Главном управлении ветеринарии была проделана комплексная работа по проведению обустройства всех мест сибирязных захоронений, находящихся в собственности Удмуртской республики. Все данные места с 2013 года по 2018 год были проведены в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, в соответствии с требованием федерального законодательства, это постановление правительства 222, необходимости установления изменения размера санитарно-защитных зон, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения, на сегодняшний день начаты работы по установлению изменения санитарно-защитных зон сибирязных захоронений. Для этих целей из резервного фонда главы Удмуртской республики было выделено дополнительные финансовые средства в размере 20 миллионов рублей. Работа в данном направлении находится на контроле и продолжается. Следующая важная ключевая задача государственной ветеринарной службы – это обеспечение выпуска безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продукции животноводства. В Удмуртской республике ежегодно специалистами государственной службы на убойных и мясоперерабатывающих предприятиях, рынках, ветеринарных станциях проводится порядка 23 миллионов ветеринарно-санитарных экспертиз продуктов и сырья животного происхождения. За первое полугодие 2019 года по результатам проведенной работы выявлено около 2000 инвазионных заболеваний, из них, которые порядка 400, передаются человеку через мясо и убоя, продукты убоя. Ежегодно по результатам предубойного осмотра и после убойной ветеринарно-санитарной экспертизы на утилизацию и уничтожение направляется порядка 2500 тонн мяса и субпродуктов, которые потенциально опасны для здоровья населения, способны вызвать токсикоинфекцию или отравление у людей. Для сравнения, данный объем сопоставим с железнодорожными составами более чем 40 вагонов. По итогам 2018 года, в соответствии с имеющимися данными на официальном сайте Россельхознадзора, Удмуртская республика является лидером среди субъектов Российской Федерации по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде по многим показателям. Сергей Данпер также в рамках рабочей встречи отметил высокие темпы результаты внедрения электронной ветеринарной сертификации в республике. Работу по оформлению документов в республике осуществляет в среднем более 330 ветеринарных специалистов Госветслужбы. Хочу особо отметить, что использование системы электронной сертификации обеспечивает полную прослеживаемость прохождения продукции и пути ее следования. Реальный пример. Когда в 2018 году на территорию Удмуртской республики вступила продукция, инфицированная высокопатогенным возбудителем высокопатогенного гриппа птиц, немедленно с 60 торговых точек была данная продукция изъята благодаря только системе электронной прослеживаемости «Меркурий». Важнейшая роль в обеспечении эпизоотической продовольственной безопасности принадлежит осуществлению государственного ветеринарного надзора. В рамках возложенных полномочий по обеспечению продовольственной и биологической безопасности отделом государственного ветеринарного надзора осуществляются контрольно-надзорные мероприятия. Перечислять не буду, они все указаны на слайде. При этом необходимо остановиться в некоторых моментах. Особенно наибольшее количество продукции, которое было снято с реализации, а за истекший период было подвергнуто уничтожению и утилизации порядка 28 тонн продукции, которые находились непосредственно уже в торговых сетях. Это происходит на продовольственных ярмарках, на местах несанкционированной торговли. Нарушения это, как правило, идентичны
реализация просроченных, обезличенных мясных полуфабрикатов. Ну, пример может негативно послужить это ярмарка Дары Абхазии в Ледовом дворце города Ижевска, когда предприниматели с Абхазии привезли деликатесы без ветеринарно-сопроводительных документов и без каких документов, подтверждающих безопасность. Также предприниматель с Подмосковья привез в Сарапул, Тверская область, привезли продукцию в Воткинск. Данная продукция была изъята и уничтожена. Подход один. Не можешь подтвердить безопасность, тут же будет уничтожение. Анализируя работу службы, а также сложившуюся эпизодическую ситуацию, имеющуюся на сегодняшний день угрозы биологической и продовольственной безопасности, нельзя отметить важность материально-технического обеспечения ветеринарных учреждений. И в очередной раз хочу подчеркнуть, что благодаря выделению правительством Удмуртской Республики финансирования в рамках программы МТБ в конце 2018 года, впервые за много лет, я бы сказал даже за десятки лет, на вооружение районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных одновременно поступило 11 единиц специализированной техники. Наличие современной техники способствует обеспечению полной и постоянной готовности сил и средств госслужбы, принятию мер оперативного реагирования в случае заноса на территорию региона особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Поступление техники способствовало нам в кратчайшие сроки провести мероприятия по локализации и ликвидации очага заразного узелкового дерматита, который вспыхнул на территории Поволжского района. Кроме того, также за многие десятилетия впервые учреждениям Государственной ветеринарной службы были выделены средства финансовые на проведение капитального ремонта. В 2019 году будут отремонтированы 4 учреждения, в 2020 году запланировано ремонт около 10 учреждений. Подводя итог своему выступлению, хотелось бы отметить, что все плановые задачи, которые были поставлены перед Государственной ветеринарной службой Удмуртской Республики, выполнены в полном объеме, а также вызовы, связанные с угрозой биологической и продовольственной безопасности, были локализованы и ликвидированы. Извините, компьютер уберите оттуда. Упадет, я переживаю, я не вижу там Стрелкова, он спрятался. Да, вот куда-нибудь. Это будет очень смешно. Спасибо. Да, тем более на Почту России. Извини. Александр Владимирович, доклад закончен. Благодарю за внимание. Да, коллеги, я хочу 31 сентября, августа еще, да, был День ветеринарного работника, сегодня у нас будет торжественный прием. Я хочу в вашем лице и вас поблагодарить за качественную работу, эффективную. Мы с Романом Фелисовичем были на совещании руководителя ветеринарной службы Российской Федерации Сергея Данкерта. Я услышал, в общем-то, человека, которого знаю неплохо, очень хорошие отзывы о нашей работе. Один из немногих регионов, которым удалось победить лейкоз. Как следствие, есть возможность, теперь для нас открыты международные рынки, а это экономика, это поступление налогов в бюджет, это новые рабочие места. Крайне важно поддерживать вашу работу. Впервые мы слушаем за время, по крайней мере, моей работы, такой подробный доклад. Я настоял на том, чтобы погрузить вас, собственно, в тему, потому что значимостью сложно переоценить. У нас агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, молочное животноводство, собственно, в приоритетах, но вот те риски, которые существуют, они, собственно, напрямую влияют, собственно, на все результаты. И я услышал от руководителя ветеринарной службы России примеры из других регионов, и хочу, вот не буду называть, но есть просто ситуации критичные, которые серьезным стоп-фактором являются для развития всех направлений, связанных с птицей, с мясным скотоводством, с молочным скотоводством. Поэтому еще раз хочу вас поблагодарить за хорошую работу, ну и мы сегодня с вами еще встретимся. Спасибо, Александр Владимирович. Спасибо, присаживайтесь. Ну, в продолжение о режиме чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы Абрамова Ольга Викторовна, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Следующий слайд, пожалуйста.
Я кратко расскажу о том, как у нас сегодня обстоят дела с сезонными работами. А у нас сегодня не только уборочная кампания, но и подготовка к весеннему севу, посев озимых культур. Все вы знаете, что с 15 августа 2019 года на территории Удмуртской республики всех наших районах объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с переувлажнением почвы. И на самом деле это был результат 10-дневного наблюдения, 10-дневных дождей на территории нашего региона. В результате мы сегодня опаздываем со сроками уборки. По отдельным хозяйствам необходимо еще 20 дней, как минимум, для того, чтобы завершить уборочные работы. В целом по Удмуртской республике валовый сбор зерновых составил 47% от потребности на корма и семена. Это на текущую, на сегодняшнюю дату. Мы убрали сегодня 122 тысячи гектаров. Это практически на 100 тысяч гектаров меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Вместе с тем, в параллель процессу уборки, мы засеяли лишь 28 тысяч гектаров озимыми культурами. Как видите на слайде, это практически в 2 раза меньше, чем было в предыдущем году. И для нас, собственно говоря, это сегодня такое, для наших аграриев это испытание, собственно говоря, которое мы все-таки будем преодолевать. На сегодняшний день на полях Удмуртии работает в пределах 400 комбайнов, и каждый погожий день позволяет нам приблизиться к завершению уборочной кампании. Следующий слайд. А можно, подождите, вернуть предыдущий? Да, обратно. 738 миллионов рублей пока предварительно ущерб. Да, Вот. я чуть позже расскажу Хорошо, по этому поводу. давайте. Следующий слайд. Из всех 25 муниципальных образований не заявили о том, что у них зафиксированы потери Алнашский район, и сегодня они обеспечили уборку на 72% от плана. Граховский район 63% убрано, Каракулинский район 48% убрано и Камбарский район. То есть на территории этих муниципальных образований все происходит в штатном режиме, и мы очень рады, конечно, за них. Я хотела бы кратко показать, что у нас по планам, и обратить внимание ваше на последнюю строку. На самом деле видовая урожайность зерновых культур в текущем году она была значительно выше, чем в предыдущем. Это 30 центнеров с гектара. На сегодняшний день при наших плохих погодных условиях мы убираем с урожайностью 25 центнеров с гектара. В предыдущем году мы фиксировали 20 центнеров с гектара, при средней по республике 18 центнеров с гектара. То есть год мог бы был урожайным быть, для нас рекордно, причем урожайным, если бы не погодные условия. Следующий, пожалуйста, слайд. Посев озимых культур, собственно говоря, это наша подготовка к будущему сельскохозяйственному году. Если в 2018 году мы посеяли 54 тысячи гектаров на текущую дату, сегодня лишь 28 тысяч гектаров, это говорит о том, что мы увеличиваем сроки посева уже себе на весну 2020 года. Следующий слайд. Спашка зяби – еще один параллельный процесс, который у нас на сегодняшний день реализуется аграриями. В 2019 году, на 2 сентября, мы вспахали, подготовили зяби на яровой сев будущего года лишь 34 тысячи гектаров. Это всего 11% к плану. При этом отдельные хозяйства у нас фактически уже не успевают выйти в поле для того, чтобы подготовить почву. И это опять-таки двойная нагрузка для аграриев уже на весенний сев 2020 года. Следующий слайд. Что касается режима ЧС и того, как мы отработали этот режим, мы совместно с муниципальными образованиями очень хорошо отработали в каждой территории. Мы сформировали пакет документов от 195 хозяйств. На площади 84 631 гектар у нас зафиксирована гибель. Общая сумма погибели 738 миллионов рублей. Вы видите, что лидеры погибели – это Кесский, Болезинский, Шарканский районы. В Кесском районе, в частности, 12 тысяч гектар погибшими сегодня зафиксировано. Все документы направлены в Минсельхоз Российской Федерации и в оценочное учреждение, которое на сегодняшний день рассматривает документы с точки зрения достоверности предоставления информации. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, если резюмировать вопрос погибели, на сегодняшний день у нас погибло 22% зерновых и зернобобовых, 20% рапса, 40% льна долгунца, 5,9% по картофелю и 20% по овощам открытого грунта. И сейчас мне бы хотелось продемонстрировать, что такое гибель в нашей ситуации. Это реальные съемки с полей. Ну, например, Дебелский район. Наши культуры прорастают уже на корню.
В частности, горох пророс в стручках. Понятно, что это даже в случае уборки, это, конечно, никакой не семенной материал, и убрать его фактически невозможно. То же самое по гороху, Дебесский район. Это фотографии полуторанедельной давности. Следующий, пожалуйста, слайд. Картофель, Рика Агро. На следующем слайде вы можете увидеть, что он уже гниет в земле, поскольку нет возможности реально выйти на уборку. Здесь показано, как у нас обстоят дела в полях. Это к вопросу невозможности выйти на уборку. Следующий слайд. Вода стоит в посевах овса, Чура, Глазовский район. На самом деле большая часть хозяйств пострадавших – это северная территория Удмуртской республики. Пожалуйста, следующий слайд. То есть это вот такая ситуация на полях. Вместе с тем, параллельно, вы помните, мы ведем заготовку кормов и будем вести до, я думаю, что середины октября 2019 года, потому что у нас осталась еще кукуруза. В таких условиях порой Коллеги. бывает, мы убираем силос. Следующий, пожалуйста, слайд. Здесь культивация под озимую рожь. То есть вы видите, насколько невозможно работать для того, чтобы готовить поля. Следующий, пожалуйста, слайд. Заготовка силоса в таких условиях. Коллеги, я так понимаю, глав эмоций, если есть сюда дополнить, давайте дождемся окончания доклада, а потом будем комментировать. Договорились? Следующий слайд еще. Да, ну вот, в общем-то, у меня все, Александр Владимирович. Если есть вопросы, я... Пожалуйста, если есть вопросы. Только давайте, вот я уже не в первый раз делаю замечания, коллеги, особенно когда у нас выступающие. Мы один раз в месяц собираемся. Будет сейчас 15 минут перерыв, вы обсудите все. И если есть что-то сказать, пожалуйста, поднимайте руки и говорите. Я встречался с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Васильевичем Гордеевым. Много вопросов обсудили, но в первых повестке был это именно чрезвычайная ситуация, связанная с переувлажнением почвы, и мы сформировали заявку на, собственно, компенсационные выплаты из правительства. Для нас это огромная сумма, я имею в виду для сельхозтоваропроизводителей, поэтому будем стараться здесь получить поддержку со стороны государства, но при этом обращено было внимание на то, чтобы внимательно смотрели по документам и проверяли достоверность. Да, поскольку мы понимаем, о чем идет речь. И, вот, хорошо. Присаживайтесь, спасибо. Коллеги, совсем скоро День оружейника, он проходит в очень важный и значимый год не только для Удмуртии, но и для всей страны, даже для всего мира, столетие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Напомню, именно Михаил Тимофеевич, по-моему, в 2010 году попросил Владимира Владимировича Путина о том, что Россия имеет такие оружейные традиции, должна иметь соответствующий праздник. Удмуртия реанимировала, собственно, этот праздник в прошлом году. Мы провели в первый раз его, заключили соглашение с Росконгрессом на 5 лет, и теперь 18-19, там еще будут дни, в каждый год будет проходить праздник. Я считаю, что республика и, в частности, Ижевск достойны проведения этого важного мероприятия. О подготовке к празднованию Александр Александрович Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской республики. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги. Я в своем выступлении кратко постараюсь рассказать о том, какое количество событий, какие события ожидают нас в этом году в период с 18 по 22 сентября. У нас в этом году День оружейника, он особенный, он празднуется в год столетия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, и поэтому объем праздничных мероприятий, нацеленных на разные целевые аудитории, он действительно достаточно большой. Ну, в общем-то, традиционно ядром празднования Дня оружейника у нас уже традиционно в этом году второй раз будет проходить форум оружейников России. Он будет проходить 2 дня, 18 и 19 сентября. 18 сентября у нас будут работать 3 блока программы. Первый блок программы – это производительность труда, второй блок – конверсия в сфере ОПК, и третий – это промышленный дизайн и новые технологии. Хочу обратить особое внимание, что регистрация на форум оружейников открыта на сайте деньоружейника.рф до 10 сентября, коллеги. Почему обращаю внимание? Потому что, Александр Ильич, у нас сегодня по регистрациям 65% всех регистраций – это участники не из Удмуртской республики.
К сожалению, у нас количество мест на форуме оружейников, а особенно 19 сентября на пленарном заседании, достаточно ограничено. Есть определенная процедура, по которой проверяются, в общем-то, все данные участников нашего форума. Мы заранее, как вы помните, еще 19 июля провели первый организационный комитет, направили всем приглашения нашим представителям предприятий и депутатам Государственного совета, и нашим коллегам из силовых структур. Просьба обратить на это внимание. До 10 сентября эту регистрацию пройти просто может получиться так, что Да, у нас... коллеги, я просто, во-первых, мы все будем внимательно смотреть и фильтровать, извините, речь не идет о наших предприятиях военных, естественно, но это особенное мероприятие, просто может оказаться так, мы не будем сейчас объяснять почему, но что если кто-то из уважаемых руководителей и так далее не зарегистрируется, предполагая, что он само собой должен зайти, он не пройдет. Поэтому сделайте элементарные, так сказать, действия, все-таки форум наш с вами. Да, ну и хочу обратить внимание на программу по всем трем блокам. У нас будут выступать действительно эксперты не только российского, но и мирового уровня, помимо заместителей федеральных министров, директоров, руководителей госкорпораций и предприятий ОПК. У нас будут принимать участие также и международные эксперты из Италии, Германии, Франции, поэтому действительно это будет мероприятие интересное для посещения, где можно будет почерпнуть большое количество информации. Да, я тоже добавлю, все 3 блока действительно подготовлены гораздо более на высоком уровне даже, чем в прошлом году. Это, конечно же, способствовало тому, что Денис Валентинович Мантуров определил Ижевск 18 сентября как основную площадку для обсуждения вопросов выполнения указа президента по конверсии гражданскую продукцию, продукцию двойного назначения. Но я прошу внимания также обратить на 3-й блок промышленный дизайн и новые технологии. Мы смело, можно сказать, одними из драйверов этих изменений являемся. Мы взяли тему промышленного дизайна, которая очень-очень находится в таком зачаточном состоянии в России. И действительно будет очень хорошее представительство. Это в первую очередь Геннадий Иванович, руководителем предприятий, Ассоциации развития, в первую очередь обращаю внимание, чтобы ваши команды, которые занимаются ВЭДом, которые занимаются гражданкой, обязательно приняли участие. Там будет очень много полезной информации. Продолжаем. Спасибо большое. 19 сентября у нас традиционно пройдет пленарное заседание. Пленарное заседание состоится с 12 до 14 часов. Основная тема будет диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса, ну и подведение итогов всех площадок. Приглашены к участию у нас руководители федеральных министерств, генеральный директор Российского экспортного центра. Ну и помимо пленарного заседания в рамках форума оружейника 19 числа пройдут памятное гашение специальной марки, посвященной столетию Михаила Тимофеевича Калашникова, и закрытый премьерный показ трейлера биографической ленты Калашников, которая выйдет на экраны в феврале 2020 года. Этого трейлера до участников форума оружейников не видел пока еще никто. Можно вернуть предыдущий слайд, поскольку здесь присутствует пресса. Я обращаю ваше внимание, что приглашены к участию, Юлия Владимировна, это очень важно. То есть у нас есть определенный регламент тех, кто здесь, собственно, указан в повестке, да, и мы акцентируем внимание до последнего момента, что приглашены к участию. То есть у нас нет стопроцентного подтверждения, поэтому так прошу и, собственно, понимаем, о чем речь, да? Да, вы видите фамилии, поэтому здесь вот аккуратнее. Но то, что это будет представительный формат, это уже понятно, очевидно. И да, дальше. Параллельно с форумом оружейников 18-19 сентября у нас состоится ряд еще мероприятий по разным направлениям. 18 сентября пройдет всероссийская панельная дискуссия по промышленному туризму при поддержке Федерального агентства по туризму. Также 18 сентября у нас пройдет заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу. Ну и следующий слайд можно? Первый раз в этом году вообще в России состоится конференция по управлению персоналом на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие откроется 19 сентября, сразу после пленарного заседания форума оружейников. Проводит его госкорпорация Ростех и правительство Удмуртской республики. В течение всего 2019 года мы вместе с коллегами из Ростеха собирали лучшие практики по управлению персоналом и мотивации персонала на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Вот вместе с коллегами
коллегами, порядка 200 специалистов в области подбора и управления персоналом на предприятии оборонно-промышленного комплекса соберутся в республике. Мы не только обсудим основные тенденции в этом направлении, но и наградим тех, кто лучшими является в своей профессии именно в части вовлечения персонала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Еще раз повторю, что мероприятие проходит впервые в стране, и госкорпорация Ростех будет проводить его после 2019 года. Мы надеемся, что ежегодно. Значит, помимо этого, приуроченным к форуму оружейников у нас традиционно является выставка военной техники заводов нашей республики. Она состоит с 18 по 22 сентября. Прошу обратить внимание, что в этом году традиционное место мы поменяли, с центральной площади перенесли его на набережную Ижевского пруда. Ну и выставка продукции промышленных предприятий Удмуртии и России состоится в этом году с 18 по 20 сентября в павильоне у торгового центра «Стройпорт». Также в рамках празднования Дня оружейника у нас состоится 19 сентября открытие Центра дополнительного образования Академия Калашников. Александр Иванович уже об этом сказал. 19 сентября для всех жителей и гостей Ижевска на центральной площади города с 19 до 22:00 у нас пройдет праздничный концерт, который завершится фейерверком. Вот мне кажется, важно сейчас СМИ эти мероприятия все осветить и рассказать об этом жителям, чтобы люди могли спланировать свое время препровождения, потому что, еще раз повторюсь, мероприятий будет достаточно много. Также 19 сентября у нас пройдет в 21:00 на той же центральной площади открытие мультимедийного светомузыкального фонтана. Ну и в сентябре у нас, 19 сентября у нас стартует республиканский турнир по хоккею с шайбой имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Это уже традиционный в нашей республике турнир, который мы проводим вместе с при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». И в этом году мы проведем матч мечты, сильнейшие игроки Кубка Калашникова прошлого года против, можно предыдущий слайд, против звезд хоккея. У нас, в общем-то, сегодня подтверждаются достаточно именитые спортсмены, в том числе из нашего клуба-партнера хоккейного клуба «Ишталь», который... «Авангард». Да, «Авангард». Можно следующий слайд? Мероприятие торжественное, опять же традиционное, которое мы не могли, естественно, пропустить, это 19 сентября в 9:00 состоится торжественное возложение цветов к бюсту Михаила Тимофеевича Калашникова и Дмитрия Федоровича Устинова. 19 же сентября у нас стартует межрегиональный хакатон «Техноарт Калашников», мероприятие для детей. Мероприятие посвящено вовлечению детей в промышленный дизайн, в создание новых технологий. Ученики 8-11 классов, 1-2 курсов СУЗов и ВУЗов не только из республики, но и из регионов Приволжского федерального округа будут за 2 дня создавать новые продукты, которые могут быть востребованы на коммерческом рынке. Опять же, традиционное уже мероприятие 21-22 сентября в стрелковом комплексе «Солнечный» у нас состоятся всероссийские соревнования по практической стрельбе из карабина, и 80 участников из различных регионов России в этом году к нам приедут. Ну и 21 сентября в акватории Ижевского пруда с 14 до 14:20 полет и показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Тоже хочу обратить внимание, вот на предыдущем слайде, Александр Ильич, здесь вопрос еще будет зависеть от погодных и летных условий, поэтому если будут какие-то изменения, мы также через средства массовой информации будем оперативно информировать. Ну и опять же традиционное мероприятие 21 сентября, в этом году новое место. Я хочу поблагодарить коллег из Министерства внутренних дел и из общества «Динамо» спортивного. У нас пройдет Калашников биатлон-фест не просто в городе Ижевске, а в центре города на новом стадионе «Динамо». Это будет большой праздник для всех жителей и гостей. В 11 часов начала, в 6 часов мы будем заканчивать. И у нас традиционно приедут звезды мирового биатлона и лыжного спорта Антон Шипулин, Александр Олимпийский чемпион Антон Шипулин в биатлоне и олимпийский чемпион Сочи на 50 километров Александр Левков. Да, ну и наши спортсмены Иван Юрьевич Черезов, Максим Валикжанин также на мероприятии будут. В общем-то, коллеги, еще раз повторю, что мероприятий очень много, от выставки на набережной Ижевского пруда до деловых мероприятий, мероприятий развлекательных, праздничного концерта, салюта, открытия фонтана на центральной площади. Все мероприятия, все условия участия описаны на сайте деньоружейника.рф. Прошу информировать и ваших коллег, глав
муниципальных образований прошу информировать жителей районов и городов, которые вы представляете, потому что мы ожидаем, что на большее число мероприятий приедут все-таки у нас гости со всей республики, а не только жители города Ижевск. Доклад окончен. Да, то, что не прозвучало, соответственно, то, что само собой, разумеется, и предполагается, конечно, для кого-то праздник, но для сотрудников органов внутренних дел и МЧС, коллеги, я думаю, что наши жители, и особенно заводчане, достойны такого уровня и масштаба праздника, поэтому все будем 24/7 в формате работать. Я сам лично буду максимально принимать во всех мероприятиях участие, начиная там, понятно, 18-19 числа, Калашников фест, биатлон и так далее. Поэтому на вас тоже возлагаются большие надежды. Уверен, что, как всегда, на высоком уровне проведем. Мы такого масштаба еще мероприятий многодневно не проводили. Это про республику, это про Михаила Тимофеевича Калашникова. И самое главное, это для людей. Поэтому своевременно информировать главы муниципальных районов, что касается турнира и мероприятий, которые мы делаем для детей. Пожалуйста, одаренных детей или наоборот тех детей, у которых сложно в жизни организованные поездки. Все это мы готовы с вами вместе обсудить, поддержать, чтобы праздник стал традиционным, ожидаемым и любимым. Муртия не сильно избалована такой федеральной повесткой. Я считаю, что мы достойны 19 сентября проводить каждый год в Ижевске этот праздник. Коллеги, заканчивать будем поздравлением с днем рождения еще одного нашего товарища из команды Удмуртии. 2 сентября Сергею Васильевичу Юрину исполнилось, он по сравнению с Петром Анатольевичем юный совсем, 38 лет, глава муниципального образования Малопургинский район. Давайте поздравим и, коллеги, всем успешной рабочей недели. У нас через 15 минут здесь будет совещание. Я вам всем говорю. Ты понял? Коллеги, всем хорошей рабочей недели.